За последние несколько дней проблемы с перебоями связи взбудоражили всю республику. Проблемы с ведением переписок и чтением новостей в мессенджерах, оплата покупок, в том числе в продуктовых магазинах, банковской картой стала серьезной проблемой для якутян. Однако это не все проблемы, с которыми столкнулись жители и гости столицы. Одно из главных неудобств – оплата проезда в общественном транспорте. Мэрия столицы попросила пассажиров расплачиваться наличными средствами, что взволновало якутян. В основном пассажиры возмущались на грубое отношение водителей городских маршрутов, в том числе к маленьким пассажирам, а также на неравную стоимость проезда наличными и безналичными способами оплаты. Мы обратились за официальным комментарием к руководителю дорожно-транспортной службы. Этот вопрос, конечно, проработаем, этой разницы, да. Возможно, примем решение, что те люди, которые должны были оплачивать картами, они за наличные будут платить не 40 рублей, а как сейчас, допустим, как по банковской карте 36 рублей. Да? Мы, конечно, сейчас уже столкнувшись с этой ситуацией, этот вопрос проработаем, как и моменты возвращения в случае таких моментов со связью, обелечивания пассажиров. Из-за сбоя в работе сети в автобусах не работали терминалы приема безналичной оплаты. Многие пассажиры были не в курсе проблемы и не имели с собой наличных средств. Мы узнали у пассажиров, каким способом они оплачивали за проезд в эти дни. Вчера оплачивала картой, но не работал аппарат. Да. Пришлось наличкой оплатить. А что вам сказал водитель? Вы оплатили за проезд или просто... Наличкой оплатил, да. Нет, он просто сказал, нет, если не работает, мы же не виноваты, что нету связи с банком. До этого сбербанковской картой оплачивал, сейчас нельзя, сейчас она не принимается в автобусах, сейчас только наличкой. Винили водителей, потому что у них это не работает, поэтому не платили и просто выходили. Но бывали случаи, платили, как хоть кто может, а кто не может, тот не платил. Ну, обычно у всех хоть какая-то мелочь бывает. Каждый месяц покупку вот такое беру. Сталкивались с проблемой из-за нерабочих валидаторов? Я лично нет. Для решения проблемы с безналичной оплатой в автобусах дорожно-транспортная служба столицы приняла решение перевести валидаторы с одного оператора сотовой связи на другого. На сегодняшний день сим-карты уже заменили. Полностью на 17-м маршруте переоборудовали все валидаторы на оператора Билайн. Вчера начали закупку, уже закупили 50 порядка сим-карт, значит, для других маршрутов и заказали еще 400 сим-карт, значит, на другие маршруты. Сегодня должны были уже их оборудовать, но связь с Мегафоном по сим-картам оператора Мегафон была восстановлена. Мы решили проверить сами, сможем ли оплатить за проезд безналичным способом. Попробую сначала за оператора оплатить проездным билетом. Проездной оплачен. За себя я попробую оплатить банковской картой. Действительно, валидаторы работают в штатном режиме. Проблема с оплатой проезда устранена. На сегодняшний день на линию вышло порядка 225 единиц техники. Процент исполнения составил около 85% по городским маршрутам, а по пригородным – 100%. Даяна Федорова, Джулустан Иннокентьев, Григорий Охлопков, Якутск.